Мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Ровно 95 лет назад, в июне месяце, такой же автомобиль Ford A спустился с баржи на территорию города Якутска. И случилась такая интересная оказия. Он практически сразу застрял. И доставали его уже быками. Но это был не первый автомобиль в нашем городе. Первый автомобиль был завезен в 1926 году. Был аптекарь, который, понятно, как и в принципе сейчас аптекари достаточно хорошо живут. Аптекарь был состоятельным и привез бельгийский автомобиль Pipe. Ну, а сегодня у нас речь пойдет именно об этом автомобиле, модель Ford A. И был он привезен в город Якутск для административных целей. То есть он перевозил высокопоставленных чиновников. Мы с ним познакомимся, посмотрим его устройство и даже, возможно, получится на нем прокатиться. Все это будет в нашем выпуске. Оставайтесь с нами. Испытано на себе. Я думаю, что все жители города Якутска знают, где мы находимся. Это музей ретро-техники, который находится в микрорайоне Прометей. И, конечно, вся полная информация практически про этот автомобиль находится здесь, на вот этой информационной табличке, благодаря которой мы узнаем, что изготовление Ford A началось в 1928 году. Было около 20 модификаций. И цена, то есть это были и седаны, и кабриолеты, и пикапы, и купе. И цена составляла на Ford A от $385, по тем долларам, до $1400 за модификацию Town Car. Вот. И в целом в 30-м году внешние формы автомобиля были изменены. В таком виде Советский Союз уже в 1932 году получил лицензию и стал выпускать автомобиль под маркой ГАЗ-А, который также можно увидеть здесь в музее ретро-техники. Вот. Вид, конечно, у него сейчас такой, не такой, как у нашего Форда А, да? Но, тем не менее, видно, что практически все сделано один в один, то есть по лицензии. А более подробно об этом автомобиле мы сейчас с вами поговорим и, конечно же, пообщаемся с Ярославом Арбугиным, смотритель музея. Ярослав, здравствуйте. Ярослав, скажите историю появления автомобиля у нас на дорогах, на дороге, не знаю, тогда это были дороги. Дорог в то время особо не было. В городе Якутске. В основном грунтовые улицы. Угу. После каждого дождя они, естественно, были неприездные. Получается, это, если он с парома выехал, сразу застрял у нас на нашем песке, да, соответственно, помогали быками, да, на набережной, то действительно я могу представить примерно, что было после дождей. То есть она эксплуатировалась, скорее всего, только в сухую погоду. Нет, и летом, и зимой, в любую погоду, и в районы выезжали на нем даже. Ого. Ближайшие. Намцы, Покровск. Угу. А кто на нем передвигался? Первый водитель был назначен Петр Николаевич Мышицкий. Он сюда приехал в 1929 году. Именно специально, чтобы возить руководство республики. То есть, действительно, потому что если это был второй, грубо говоря, автомобиль на территории республики, да, в городе Якутске, то водитель должен был быть именно с опытом, и его он приехал. Он уже был профессиональный водитель. Угу. До этого он возил в Баку Сергой Орджоникидзе. А здесь работал его брат Николай. Он его и вызвал сюда, чтобы устроить здесь на работу. Угу. И сколько, надо сказать, что это копия, да, автомобиля, то есть вот один в один модель Ford A, она передвигалась по дорогам Якутии, да, а сколько лет прослужил автомобиль, если есть такие данные? Точных данных нет, лет 5, наверное, не больше, потому что уже через год он был уже в плохом состоянии, ему сделали полный капремонт. То есть в течение года она отработала, потом пришлось уже ремонтировать. Даже сейчас, да, у нас на иномарке есть такие проблемы, то есть дождаться запчастей. В то время как это происходило? Весной 1931 года, перед началом летнего сезона,
собрали комиссию, и Кудортранс, там всех руководство, составили акт, там 80 неполадок было. Там, включая даже стекла разбитые, там где-то фары, где-то что-то, где-то ручек нету. Крыша порвана, там, ну, такой вот. То есть, Стук в моторе, там где-то что-то оторвано. то есть была есть создана очень- целая комиссия. Да. И заказали запчасти. Ну, видимо, через Москву, потому что Горьковский автозавод, он с Америкой как бы налажена была какая-то поставка запчастей. Раз они уже выпускали эти модели. То есть вот этот ГАЗ А, то есть он уже в те года выпускался, и у них была возможность полностью обеспечить запчастями, да, для этого автомобиля. Его отремонтировали, и дальше уже он продолжил эксплуатацию. Ага. Да, вот так вот Мало интересно. того, в 1933 году был пробег Якутск-Алдан. Была открыта дорога. Она была за лето построена. Первая дорога до Алдана автомобильная. И он в автопробеге в этом вот участвовал в составе 3 машин. Он и 2 грузовые. Ого, успешно. И туда и обратно приехал. Здорово. Ну, я думаю, что если сейчас у нас по асфальтированной автотрассе это занимает около сколько? Часов 5, ну, такой не сильно быстрой езды, да, то, думаю, в те времена это было настоящее приключение. То есть настоящая поездка. Вот, ну, давайте мы, наверное, посмотрим уже более подробно саму модель автомобиля, да. Ну, понятно, 4 колеса, да, на спицах, ну, как можно сказать, такие классические. Под капот можно, Тут да? всего 2 рессоры. Как 2 рессоры? Одна впереди, одна сзади. То есть, не понял, Поперечные рессоры. вот так установлено. Да, в то время это было как бы, ну, у большинства машин так было. Еще какие есть такие, ну, нюансы, которые сейчас нам, да, как современным автолюбителям, будут такие в диковинку, может быть, Тормоза механические. То есть механические. не надо жидкости, не надо прокачивать, просто тяги. Как на велосипеде, что ли? То есть, Тяги от педали тормоза идут тяги на все 4 колеса. И То зажимать. есть если колодка там износилась, просто тяги регулировались, подкручивались со временем. такая простая достаточно система, да? А мы можем открыть капот, да, посмотреть? Да. Так, давайте посмотрим, как открывается капот. Так понимаю, вот это, да? На себя? Да. Наверх и повернуть. Опа. Так. Вот так, да? Всё. Друзья, надо отметить, что объем этого двигателя 3,2 литра, и у него всего 40 лошадиных сил. Но это позволяло по как бы заводским, да, таким характеристикам разгоняться автомобилю до 105 км в час. Но по тем временам это, наверное, был достаточно шустрый автомобиль, я так понимаю. Ну, для людей, привыкших на лошадях, конечно, это Да. Тут электромоторчик стоит вот на вентилятор. Генератор же. нет. генератор. Ну, это современный Это генератор. современный А, это современный генератор. новодел, короче, получается. да. Ну, тут все 6-вольтовое. А, все 6 вольт. Обратите внимание на свечи, как они, да, устроены. То есть, таким образом. Трамблер. Вот эти вот тяги, вот тяга на трамблер. Это прежде чем заводить, надо было рычагом выставить. На рулевой колонке рычаг надо было выставить зажигание. Ну, как на трамблере выставляют, когда его крутят. Фазу зажигания. Да, Ничего себе. А, то есть перед каждой поездкой надо было так делать. да. Вот вторая тяга короткая, это ручной газ. Ручной газ. Тоже на рулевой колонке рычаг. А, не понял. То есть помимо педали еще можно рукой Да, газовать. ну, это как бы у всех машин до 60-х годов было. А в чем Только у этих на рулевой колонке рычажок, а там такая, А он фиксируется в одном положении? да,
То есть это как круиз-контроль Ну, получается? да, наподобие. Зачатки да. круиз-контроля. Так, очень интересно. То есть ручной газ. Ну, видим, рулевая колонка у нас идет, да, здесь. И, кстати, по навесному, да, в отличие от современных автомобилей, тут как бы необычно, что всего лишь только на ремень идет на генератор. И, ну, понятно, на вентилятор. Причем без всякой гидромуфты, наверное, она там постоянно крутится, вентилятор, да, охлаждает. Вот, еще здесь у нас, видимо, если я не ошибаюсь, стартер, да? Это стартер. Да, провод. Так, и Какой заход? все вроде... Один нажми. Трапеция. Рулевая, да? Или что это? Как она вообще рулится? Куда уходит? Так, ну вот у нас тут получается тоже интересная деталь. Рулевая колонка уходит, потом отходит от нее такая тяга. И уже тяга ходит, получается, не вот так вот, то есть не туда-сюда, а вперед-назад, да? Правильно? Да. И, соответственно, посредством этих движений, получается, поворачиваются колеса. Вот таким образом. И никаких гидроусилителей, да? Или там редуктор какой-то есть понижающий? На рулевой колонке, на конце рулевой колонки стоит включатель фар. То есть... И фары включаются на руле в середине. А, вот это крутилка? Так, мы сейчас... Давайте посмотрим, да, сразу, как производилось. То есть вот здесь на руле есть такой переключатель. Во-первых, послушайте, какой клаксон. Класс, да? И руль, свет ближний и дальний. Вот ближний, дальний. Хотя что-то как будто отсюда разницы нету. Нет, там наружный периметр и центральный горит. Так, и, соответственно, переключение фар на руле, прямо где у нас сейчас клаксон, у большинства машин потом идет вот сюда, и вот, получается, отсюда идет разводка на фары. И все чугунные. Так, ну, по-любому, наверное, все, да, сделано из хорошего металла. Так, давайте закрываем капот. Так. Очень боюсь тут. Так вот. Все, капот закрыт. Сейчас давайте мы посмотрели подкапотное пространство. Сейчас я попробую сюда зайти, хотя... Так, вот, наверное... Ох, какой мягкий диван. Кресло как не знаю, прямо очень мягкое, проваливается. Так, ну что? Ты вообще залез? Да, я вроде бы все, Ногам комфортно? все комфортно. Ногам не знаю, вот здесь как будет упираться. Но что здесь из приборов? Есть спидометра тут нет. Есть вольтметр. Амперы написано. Так, еще что-то. Это, видимо, часы, что ли? Почему-то. Какой-то счетчик. Это тоже непонятно пока. Спидометр. Вот это спидометр? Да. А, вот он спидометр. Одометр. Одометр. Это у нас сбрасывается, да? То есть как одометр. А ручной газ, получается, вот он, да? Нет, это же... Ярослав, а вот это что такое? Вот так. Подсветка приборов. Подсветка приборов. Просто лампочка начинает гореть отсюда. Да. Ух ты, как реализовано. Тут, скорее всего, внутри лампа, а здесь такие вот как бы Поворачиваешь, она замыкает. прозрачные, да. И свет от лампы лампочку идет. убрал. Ну, с этой стороны вот видно. Убери-ка лампочку. Вот. О, видите, как красиво. Магия. Лампово. А вот это что такое наверху? Это уровень топлива. Поплавок. вот В это баке поплавок. А, И на конце у него вот это, с цифрами. все. То есть уровень топлива есть, зарядка показывает. Это спидометр, да? Да. И одометр. В целом, что еще нужно? Тахометра не хватает, но, наверное, по звуку можно ориентироваться, скорее всего, в этом автомобиле. Температура воды. Температуры воды, кстати, нету. Где? А вот А, градусник вот Серьезно? на крышке радиатора. О, ради этого, знаете, видим. Друзья, все есть, оказывается. И даже температура воды. Здесь у нас термометр, градусник, который показывает вам температуру. И то есть это написано... не просто украшение, да? Так.
Многофункциональность. А это еще и крышка радиатора, да, получается? Правильно? Вот так. Ух ты, Если он улетел, значит закипели. классно. То есть он Если скрывался? Да? Если он улетел, значит закипели. А. Так и вот так. Все. Логотип, эмблемка и 2 в одном, в общем. И крышка радиатора. 3 в одном. А, и градусник. Так, здесь у нас 3 в одном. Во-первых, крышка радиатора. Во-вторых, градусник. И в-третьих, это эмблема автозавода Ford. Конечно, серьезная прямо вещь. Да, давайте попробуем зайти назад и посмотрим, каково было пассажирам. Да? То есть, чтобы зайти на заднее сиденье, нужно откинуть кресло. Кресло откидывается таким образом. Просто так вот. И заходим как в Ниву. Слушайте, ну вообще как в карете. Видите, расстояние. У меня 1,80 м рост. Расстояние до колен достаточно приличное. Вот столько. И багажника тут вообще нет. Скорее всего, есть там. Сейчас посмотрим. Окна. Смотрите, можно было такое вот это все. Не будем его открывать, но это все окно можно открыть. И достаточно комфортно, мягко. И вот так вот по интерьеру, как будто действительно карета. Так, габаритные огни также выключаются на руле. Так, ну, побывав на заднем сиденье, я заметил, что должен быть багажник, но багажника тут вообще нет. Багажника нет, только запасное колесо сзади и габаритные огни с поворотниками. В отличие от Ford T, который стоит вот тут тоже рядом, давайте посмотрим. Вот это вот багажник. Машина для путешественников. И мало того, смотрите, какой здесь специальное место для чемодана. Можно поставить ящик и поехать. Ну, давайте. 3 педали, но их назначение вообще другое. Так, тут, кстати, давайте познакомимся. Евгений, да, Евгений, помашите нам. Евгений также является любителем, историком, да, по автомобилям. Это он этим живет. И вот он говорит, что здесь 3 педали, но они совсем другого, да? Да, вообще другого назначения. Тут, короче, коробка передач же не как у современных автомобилей. Хотя она больше напоминает даже... Это дальний предок автоматов современных, потому что тут планетарная коробка передач. От этого же пошли классические наши эти гидромеханические автоматы. И передач здесь 2. Первая и вторая только. Причем первая при нажатой педали, вторая при отпущенной. Нейтраль надо ловить между ними, она не фиксированная. Ого. То есть фиксированной нейтрали, как обычно, здесь нету. Это какая педаль? Вот это? Вот я точно не помню, но тут они еще по номерами промаркированы, что-то дополнительная накладка еще стоит, оказывается. Точно я не помню, но такое было. И одна из педалей отвечает за задний ход еще. Одна из них тормоз, одна из них отвечает за задний ход еще. То есть тут нет даже, селектор передач, он одна из этих педалей. Да, одна из этих педалей. Ну, то есть дальнейшим развитием этой коробки стали классические вот эти вот гидромеханические автоматы. Там же тоже планетарные ряды же используются. А газ у него на руле. Газ, там что-то тоже совсем необычное было у него. Вот это опережение зажигания должно быть однозначно здесь на руле, потому что автоматики же не было тогда еще. Сейчас же вакуумный регулятор работает на «Жигулях», например, там каких-нибудь. На более-менее современных любых машинах. А там все вручную. Вручную же подбирали каждый раз под топливо, там, под скорость, под нагрузку. И газ тоже, по-моему, фиксированный был здесь. Одна из этих ручек, короче, газ. Да, тут, короче, управление вообще непривычное. И рычаг, чем он был-то у нас? Это не ручной тормоз? Это не трансмиссионный ручник, как на УАЗиках или в грузовиках. Снизу, если глянуть, сразу будет ясно, что это такое, короче. В общем, возможно, что Ford T будет темой, может быть, нашего следующего выпуска. Но давайте сейчас вернемся к Ford A. И есть такая уникальная возможность на нем даже прокатиться. Но перед этим нужно его, соответственно, заправить и в первую очередь проверить уровень масла. Знаете, так, снова откроем капот.
Так. И надо найти масляный щуп. Скорее всего, вот он. Итак, на щупе у нас есть две отметки L и F. Low и Full. И в целом у нас масло выше уровня даже немножко. То есть масло есть, и это хорошо. Так, тряпка есть, да? Так, ну что, масло мы проверили, теперь нужно заправить. Тут тоже интересный момент. Бак находится прямо перед лобовым стеклом. Так. Открываем. Там что, там защита от детей, что ли? Или такая... А, все. Серьезная крышка. Фильтр сразу, да, стоит здесь? Топливо можно вытащить. Не, пусть, наверное, будет. Не, ну вытащи пока. Но это же, чтобы грязь не попадала, да? Грубые очистки. Да. Ого, серьезный. Да, ну получается, в то время как заливали с канистр ну да, с канистр автозаправок вряд ли были этой. И мало ли что могло попасть, поэтому такой фильтр необходим. Нам что еще нужна? Воронка? Да. Так, воронка у нас тоже аутентичная. Возьмем здесь. Такая воронка для бензина. Зачем нужна воронка? Нет, воронка нужна, потому что тебе же надо сначала эту трубку туда. Или не попадешь с первого раза. Тут уже другая итальянская фамилия накапливается. Положим. Ты должен открыть, чтобы был этот. Да? Ну, чтобы воздух сохранил. Так, и теперь заливаем. Фитнес. Главное, чтобы ни капли мимо. Сколько зальем? Вообще он прожорливый, нет? Неизвестно. Ну, Ты тест-драйвер. Неизвестно реально будет. по расходу там что-то было 14 литров в час, да? 12 литров в час. 12 литров в час. Расход хороший должен быть. На объем 3,2, 40 лошадей. Большой должен быть. Очень большой скорость. Ну, я думаю, тут 20 литров пол канистры зальем, да? Нет, да. Да литров 8, наверное, дадут. Че? Я уже полканистры точно. А полный бак у него сколько? Слушай, Хватит, наверное? потому что заведется он, не заведется еще. Первый вопрос. Так, ну что, машину заправили. Где-то около 10 литров. Так, это положим на место. И закроем бак. Все. Так, Так, аккумулятор покажем. а где он? Он под ногами. А, серьезно? Да, вот надо открыть коврик. Здесь будет крышка. Вот здесь стоит аккумулятор. Видно, да? Под ногами водителя. 6-вольтовый, да? Да. Но он современный. Ну это да, это современный. От мотоциклов, да? Или от чего? Нет, их выпускают там в Америке для таких машин. А, да? Вот, а чтобы его снять, надо вытащить весь пол. Весь пол вытаскивается и снимается. Пол здесь деревянный, его надо открутить, полностью снять, и тогда можно вытащить аккумулятор. Да, такое интересное решение. Ну, Педаль нужно, педали поаккуратнее, потому что он застрянет газ. так, сейчас мы тут сделаем красиво. Так, я так понимаю, это просто подставка, основная краник педаль есть, газа. Женя, есть краник тут. Ну да, как у мотоцикла, наверное. А его что, открыть надо, да, тогда? Ну попробуй. Перед тем, как заводить, надо краник открывать на баке.
Вот этот? Да, А он закрытый сейчас? сейчас закрытый. Так. Карбюратор так называемый восходящего потока топлива. То есть двигатель его всасывает, бензин. Он не нагнетаемый, он всасываемый, да? Тут нет бензонасоса. Бензин идет самотеком. Вот по этой трубке из бака. И он просто, когда поршень ходит вниз, соответственно, Да, когда забирает заводишь, собой часть бензин идет в коллектор. Очень. Почему отказались от этой системы? Наверное, потому что жрет много бензина, да? Ну, с насосом-то все-таки понадежнее, наверное. Но он же у них долгое время был самой ненадежной частью же, поэтому... Вот этот двигатель, да? Нет, вообще сам по себе бензонасос-то, поэтому вплоть до войны же его обходились без него. Вот такой системой Ну да, самотеком же обходились. То есть бак должен выше в любом случае двигателя. Выше двигателя, ага. Американцы такой системой очень долго пользовались. Там всякая разная техника у них на самотеке была. Даже вплоть до 50-х, 60-х годов. Бак стоит на крыше. Наверху вообще стоит где-нибудь. Колымбак? Ну да, ага. И просто течет вниз. Да, течет вниз. А вон на ютубе смотришь, там запускают, например, даже не автомобиль, а экскаватор какой-нибудь древний, 60-х годов, бензиновый. У него бак находится штатно на крыше, потому что самотек от... Ну, а здесь, в нашем случае, бак находится вот здесь, наверху, также над двигателем. Друзья, так как процесс достаточно серьезный, запуска этого автомобиля, поэтому это сделает Ярослав. Но когда уже все настроено будет, я попробую тоже завести. Так, да, конечно. Так, ну, попробуем. Так, машине, на секундочку, 100. почти 100 лет. Сцепление, нейтраль. Так, надо сначала повернуть ключ, Краник. потом открыть кран. И вот кнопка стартера. Где? Кнопка еще? Маленькая, вот он. Пильпа. Над педалью. Интересно. Зажигание нормально выставлено, да? Не трогать. Пока. Ну, пусть прогреется чуть-чуть, потом можно потрогать, чтобы... А работает он нормально или чуть-чуть сбоит? Это я вот подтянул сейчас газ. Ну, надо отметить, что машины, которые ездили на 66-м бензине, могут ездить и на 76-м, и на 80-м, и на 92-м. Самое главное — это подрегулировать зажигание. В целом, так как здесь ручное выставление зажигания, то если все выставить правильно, на 92-м бензине эта машина может ходить. Это что такое? Да, и выпал, видимо, Так, сейчас будет задний ход. Ходит? Нормально? Нормально, нормально.
такие были, да? Ага. Назад идет. Ну. Сейчас. Комментируют? Так, ну, ездит и двигается, ничего себе. Сейчас мы капот закроем, чтобы было красиво. Так вот. Да. Так-то вообще резво. Машину надо чувствовать. Для этого надо на ней постоянно ездить. Ну, Поэтому вот. постоянной езды вряд ли она выдержит. Ну, я просто говорю, что Время от времени двигатель видно просто. Вообще, говорят же, машина, когда в гараже долго стоит, может сломаться, да? То есть, да, особенно вот эти старые, они именно вот стоя в гараже ломаются. ну, им надо типа давать это, да? Чтобы поработали, прочихаться, расчихаться. Так, ну мы видели, что машина двигается. Сейчас уже на зажигание выставлено. Теперь, так как я такой более современный водитель, поэтому просто попробую завести и прокатиться, наверное. Ну, давайте вот не доезжай до ворота, я бы так сказал. А тормозить как? Ну, так же, да? Сцепление и тормоз. Правильно? Как обычно. Не папа, ничего нету. Так, ну сейчас мы видели, как автомобиль двигается, да, соответственно, Ярослав его завел. Ну, а я как современный водитель уже на готовую выставленное зажигание попробую завести и проехать несколько метров по вот этой вот площадке. Так, ключ на месте, заходим. Непривычно, конечно, до сих пор не могу. Мягкое такое кресло. Так, краник открыт, да? Нет. Надо закрытым заводить, да? Надо завести и потом открыть. Ага. Так, Ну, сцепление. почти одновременно. Это нейтралка. Передняя скорость какие везде, да? На себя и вперед. Нет, так и на себя. Влево на себя. Первое. Лево на себя, А это заднее первое. от себя вперед. А, так вот, а? Тут наоборот все. Ага, понял. Так, зажигание включаю. Или оно уже включено? Вправо. Угу. Там кнопка маленькая. Кнопка стартера. А краник Так, сейчас. Завел и лучше одновременно. А, сразу, да? Может, там ты с той стороны откроешь? Я сейчас чуть-чуть краник открыл. Сейчас закрыл. Газу может чуть дать? Здесь? Нет. Не. Ты не даешь прочихаться? Ну, я хотел пригазовать немножко. Залил, походу. Подождать надо, да? Сейчас подождем чуть-чуть. Да, конечно, водитель, обзор хороший. Лучше, чем, по-моему, в многих современных машинах. Потому что, допустим, та же стойка, она здесь такая вертикальная. И я даже вот, кстати, когда смотришь же двумя глазами, да, и как будто она практически не мешает. То есть сквозь нее практически можно смотреть. Зеркала, правда, небольшие. И нету, как у современных, да, такого типа широкоугольного немножко взгляда. То есть он чисто просто как зеркало. Это же родные Ну, в то зеркала. время вообще зеркал не было боковых. А, это вообще современное какое-то... Потому что сейчас они нужны, поэтому на них стали делать вот такие круглые зеркала. А, понял. Зеркало в салоне. Салонное вот было. Да, очень так волнительно.
Все по-простому. Открыл, закрыл. Окно открыл. Причем еще помимо этого можно открывать ветровое стекло. То есть тут, кстати, да, ни печки, ни кондиционера, ничего такого нет. Жарко стало, открыл. Жаркий день, едешь с открытым окном. Так плавненько открывается. Газом. Чуть не завелся. Чуть не завелся. Еще раз Еще попробуй. раз. Поехали. Ладно, была 4-я даже попытка. Так, ну, друзья, на самом деле, лучше, наверное, не стоит так это, да? Как бы тревожить такой раритет, поэтому, я думаю, мы поблагодарим Ярослава и Евгения за очень интересную историю. Спасибо большое. И вообще вот прикоснуться вот так порой, да, к таким историческим вещам, это такая достаточно большая удача, но очень отрадно, что жителям города Якутска эта возможность есть всегда, да, прийти можно в музей ретро-техники, посмотреть здесь отличную, огромную коллекцию ретро-автомобилей. Вот. Но сегодня я вообще доволен. Конечно, хотелось бы и прокатиться немного, но тем не менее посидеть в таком салоне, на таком мягком кресле, причем оно такое, ну, как реально, как такой старый, да, старый диван, такой пружинистый. Вот. Узнать какие-то новые, интересные, ну, не новые, имеется в виду для себя, да, новые, а так-то это, конечно, все старое. Вот послушать такой клаксон уже многого стоит. Вот, поэтому огромное спасибо музею ретро-техники. Ну и, друзья, приходите, смотрите, знакомьтесь. Помимо ретро-автомобилей здесь есть также и различные старинные вещи, которые тоже можно и посмотреть, поностальгировать о советских временах, ну и не только. Вот. Но это был проект «Испытано на себе». До новых встреч в эфире, друзья. Я думаю, что, возможно, это не первый, ну, это первое, но не последнее, да, наше включение из этого музея. Возможно, мы, конечно, еще покажем автомобили. И я думаю, что мне также удастся, ну, в другой раз на другом автомобиле, может быть, даже немножко прокатиться. Вот. Оставайтесь с нами на телеканале Якутия-24. Пока. Испытано на себе. Так, ну, уже такой традиционный в некоторых наших выпусках по скриптам, да, все-таки хочется же узнать, как машина дойдет до места. Мы сейчас хотели потолкать, но Ярослав говорит, а вдруг у меня получится, да, поэтому Ярославу даем рулевое управление. И он перешел прямо с пассажирского на водительское, да? Очень легко меняться, да. Ну, это же что, 30-е годы, Америка. Копы останавливают, водители меняются. Какой-нибудь масляный. Аккумулятор дохнет что-то. Аккумулятор дохнет, ага. Да, давайте оттолкнем. Оттолкаем его и все. Она легкая, тонна весит всего. Как я сюда же приехал? Рули Да? можно толкать. Мы потолкаем. Так, только надо знать, за что толкать. Я думаю, за бампер лучше. За запаску можно толкать, да? Запаска что-то к корпусу. Давай за бампер. Бампер... Лучше на раме держится. Готов, да? А не заведем так будет? Не. Это если бы... О. Знаю, так... Очень странно. Не, не надо. На скорость попробуй поставить. А, нет, получится. О. А, мой шанс. Работает? Давай поменяемся.
Быстро, пока машина работает. Глушу? Ну холостые держат нормально. Супер. Ну, теперь уже полноценно, да? Наш по скриптам превратился в хорошее завершение, в хэппи-энд, как видите. Мы когда ее толкали, ты пытался завести, и получилось. Ну, я говорю, тут надо Но это же не с толкача, а просто да, ты пытался же, да, это... Все, друзья, чудо. немножко надо привыкнуть, приноровиться, как заводить ее. А все-таки что случилось? Ты что-то Ну вот, не запомнил? начало получаться у меня. Ну все, видите, друзья, Тут действительно. привыкнуть надо. И я думаю, что, кстати, давайте покажем эту фотографию сейчас. Вот здесь. Вот смотрите, это шофер на фото, да, который за рулем сидит, Машицкий Петр Николаевич. Вот именно он приехал, да, специально с материка, да, как у нас говорится, и был водителем. И вот этот человек точно знал, да, как можно завести, я думаю, в любую погоду. Регулировку. Да, всю регулировку. Вот. А это у нас справа заместитель председателя ЕЦИК Новгородов. Вот такая вот фотография. Машина такая же, бампер, видите. Такой же. Ну, как ощущения, Руслан? Ну, супер. Ощущение вообще очень интересен сам ручной газ, да, потому что его он как круиз-контроль на тебя вот на одних оборотах держит, и практически ты, когда трогаешься, даже я не пользовался педалью. То есть чуть-чуть я сцепление отпускаю, машина двигается, да, и таким образом я даже вот запарковался. Ну, а потом, получается, оказывается, можно было. Я боялся, что если я на холостые переключу, могла заглохнуть, да? То есть, ну, мало ли, а она работает. Так что вот машину запарковали, прокатился. Как авто? Супер автомобиль. Слушайте, ну, я думаю, что для 90-летнего автомобиля состояние просто идеальное. Просто... выглядит лучше, чем многие пятилетние автомобили. Вот, ну, еще раз поблагодарим Ярослав. Большое спасибо, Евгений. Вот. Друзья, еще раз наш постскриптум превратился в хэппи-энд. Мы приглашаем вас в музей ретро-техники посетить, еще раз прикоснуться и посмотреть на эти замечательные раритеты. Еще раз, до новых встреч. Пока.